В эфире программа «События недели», в студии Белла Кварчия. Здравствуйте. Всю эту неделю мы получали тревожные новости о распространении COVID-19 в Абхазии и ожидали решения властей об открытии границы с Россией. И вот вечером 31 июля российские СМИ распространили информацию оперативного штаба России по борьбе с распространением коронавируса, что с 1 августа Российская Федерация открывает границу с Абхазией. В субботу, 1 августа, президент Абхазии Аслан Бжаня подписал распоряжение о снятии ограничений, введенных в связи с коронавирусной инфекцией. В соответствии с документом, государственная граница Республики Абхазия с Российской Федерацией открыта. В связи с открытием границы глава государства сделал обращение к гражданам республики. Дорогие соотечественники, по согласованию руководства Республики Абхазия и Российской Федерации государственная граница между нашими дружественными странами открыта с сегодняшнего дня. Сняты все ограничения, которые существовали на протяжении 4 месяцев. Мы благодарим руководство России за принятое решение, которое, несомненно, положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране. После принятия соответствующего решения оперативным штабом по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции я подписал распоряжение о снятии всех ограничений с абхазской стороны на российско-абхазской государственной границе. Дорогие соотечественники, я обращаюсь к вам с просьбой соблюдать меры предосторожности, следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Не следует пренебрегать опасностью, которая представляет эта коварная болезнь. Меры предосторожности должны соблюдаться в быту, во всех учреждениях, в детских садах, школах, в гостиницах, домах отдыха и пансионатах. Я поручил главам администрации городов и районов Абхазии держать вопрос на особом контроле. Жизнь и здоровье наших граждан является высшей ценностью для государства. Желаю всем здоровья и благополучия, говорится в обращении президента. Как сообщали российские СМИ, решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия было принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов. Напомним, обе российские делегации находились в Абхазии на прошлой неделе и поделились своими оценками с главой правительства Абхазии. В субботу в Сухуме состоялось заседание оперативного штаба, посвященное решению российской стороны открыть границу с Абхазией. На заседании координационного штаба единогласно было принято решение об открытии государственной границы между Абхазией и Россией. Справки об отсутствии коронавируса для граждан обеих стран при въезде на территорию другого государства не требуются. С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны в Россию. Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приему туристов. Абхазская сторона также открывает границу зеркально, без всяких ограничений. Таково мнение членов штаба. Мы это долго обсуждали и практически пришли к единому решению. Сейчас на границе нет ажиотажа, применю это слово, но уже появилось немало желающих и с одной и с другой стороны ее пересечь. Нами даны указания разрешить пересечение границ. Это указание уже работает. Мое мнение и мнение членов штаба требовать у въезжающих в Абхазию ковид-справки мы не можем, потому что граждане Абхазии, лица, выезжающие из Абхазии в Россию, не будут с них требовать справки. Вот то, что мы видим из сегодняшних документов. Все зеркально. Присутствовавший на встрече министр здравоохранения Томас Цахнаки отметил, что в случае выявления COVID-19 у российских туристов Абхазия готова оказать заболевшим своевременную помощь. Однако лечение они будут проходить в России. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 23 пациента с коронавирусной инфекцией. На самоизоляции 22 человека. Мы ежедневно практически наша БАК-лаборатория осуществляет проведение ПЦР-диагностики. Прежде всего, это контактные лица, сотрудники медучреждений,
в 3 эпидемических очагах, которые возникли, как вы знаете, вот в последнее время. Ну, и достаточно большое количество обследований. Вот могу сказать, что на вчерашний день у нас обследовано 631 контактных лиц. Но этот процесс будет продолжаться на базе БАК-лаборатории Республиканской СЭС. Ну и, соответственно, все мероприятия по локализации эпидемического очага. Мы готовы оказать неотложную помощь, безусловно, как это всегда делалось и по другим показаниям. И в соответствии с нашим соглашением, после оказания неотложной помощи, данный гражданин, пациент, подлежит его направлению на дальнейшее лечение в медицинские организации Российской Федерации. Есть определенная инструкция с обеих сторон. Спецтранспорт подъезжает на границу ПСОВ, соответственно, и с той стороны больного перекладывают и забирают в свое учреждение. В свою очередь, министр внутренних дел Дмитрий Дбар заверил, что усилится работа правоохранительных органов в туристический сезон. А уже в воскресенье в ведомстве решат, какие мероприятия будут проводить сотрудники МВД. Мы переходим в другой режим работы. Соответствующие уже распоряжения, приказы отданы. Завтра будет расширенное совещание в МВД. То есть в первую очередь будут нацелены на те курортные города и районы. Будут усиливаться пешие патрули и патрули автотранспортные. МВД готово к курортному сезону, и мы приложим все усилия для того, чтобы он прошел спокойно, стабильно и как положено. В завершении встречи Кабинет министров принял распоряжение об открытии государственной границы для всех иностранцев. Сария Гвардсхеля, Михаил Братухин для события недели. Решение об открытии границы с Россией ответило надеждам части населения страны, ратовавших за отмену ограничений, но, скорее всего, усугубит эпидситуацию в республике. Напомним, что в течение последнего времени в Абхазии фиксируется рост заболеваемости. Порой число заболевших составляет около десятка человек в день. Более того, на этой неделе 2 пациента с COVID-19 скончались в Гудаутской ЦРБ. Какова ситуация на данный момент с коронавирусной инфекцией в республике? Насколько серьезно болеют инфицированные? А также как вести себя, чтобы обезопаситься от болезни? В сообщении главного санитарного врача республики Людмилы Скорик. В Гудауте, в коронавирусном центре, скончался еще один наш гражданин. Я понимаю, что это пожилой пациент, 79 лет. Да, действительно, у него были сопутствующие заболевания, но основным заболеванием, которое вызвало смерть, летальный исход, это явился коронавирусная пневмония. У нас сейчас в Гудауте находятся еще 2 тяжелых пациента, у которых ситуация осложняется. Количество больных выявляется сейчас с каждым днем все больше и больше. За те предыдущие месяцы было всего 38. Сейчас мы уже эту цифру, естественно, как вы понимаете, за неделю превысили. Хотелось бы напомнить, что тогда нами всеми вместе соблюдались все те требования, которые рекомендовали, например, Всемирная организация здравоохранения, рекомендовали наши соседи из России, Роспотребнадзор. Мы все соблюдали масочный режим, мы все обрабатывали руки, мы все, заходя в помещение, не здоровались, не целовались, не обнимались. Мы не посещали массовые мероприятия. Мы делали все для того, чтобы инфекция не распространялась на территории Республики Абхазия. И вот теми мерами мы достигли того итога, что все больные лица были выявлены, госпитализированы, локализованы, и распространение инфекции в Республике Абхазия не произошло. Мы вылечили всех. Один у нас был пациент, который скончался, тоже группы риска. Как таковая коронавирусная инфекция
было остановлено на территории Республики Абхазия. Однако же мы забыли о том, что это все необходимо в настоящий период времени было продолжать. Мы расслабились, мы вышли в мир, мы начали посещать массовые мероприятия, у нас начались свадебные торжества. Мы без масок начали посещать все учреждения, в том числе и лечебные. Пациенты, которые выезжали в Российскую Федерацию на лечение и, естественно, контактировали с больными коронавирусной инфекцией, не были вовремя обследованы. Они были госпитализированы в стационары, и таким образом у нас появились сначала внутрибольничные очаги, а потом эта инфекция начала передаваться их семьям. То есть те лица, которые посещали эти палаты, которые обслуживали своих родственников, естественно, вынесли за пределы лечебных учреждений. Сейчас санитарные службы работают в постоянном режиме. Мы пытаемся выявить всех и локализовать все очаги в Республике Абхазия. Но довольно-таки тяжело работать там, где не соблюдаются все меры при инфекционных заболеваниях. А это карантинная инфекция. И 14 дней изоляции не отменял никто. И если вы были в контакте с кем-то из пациентов Гудаутского госпиталя, а в Республике Абхазия у нас информация распространяется очень быстро, и мы все знаем, кто заболел, особенно если это наш сосед, если это наш какой-то знакомый. Мы эту информацию все с вами получаем. Так вот, не надо бежать куда-то в лечебное учреждение и сдавать тест на ПЦР-диагностику, а потом размахивать этой справкой и кричать, что я совершенно не болен, и не соблюдать 14-дневный карантин. 14-дневную изоляцию при этой инфекции никто не отменял. Если в первые дни вашего контакта тест будет отрицательный, то он обязательно проявится, если вы контактировали довольно серьезно, скажем так, с больным коронавирусной инфекцией, он обязательно проявится в течение этих 14 дней. Отслеживать каждого контактера и диагностировать его ежедневно мощности нашей лаборатории в Республике Абхазия, а она является единственной лабораторией, которая обладает такой техникой и такими специалистами, просто невозможно. У нас достаточно ограниченный человеческий фактор, у нас нету специалистов в таком объеме, как в Российской Федерации. Оборудование, да, у нас есть. Тесты, да, есть. А вот человеческих рук у нас не хватает. Поэтому первоочередные анализы, которые делаются в лаборатории, естественно, это анализы, которые идут из очагов. Те, которые отслеживаются санитарной службой, эпидемиологами. Это лица, которые были в тесном контакте, которые были в семейных очагах. Мы их отрабатываем в первую очередь. Среди медицинского персонала существует такой термин – инкубационный период, когда заболевание еще не проявляется, у вас нет никакой симптоматики, у вас нет никаких проявлений, но вы должны находиться дома в самоизоляции. И в любой из этих дней вы можете стать положительным больным. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем вам в том плане, что нам надо вернуться с вами к тем мерам, которые у нас были с марта по май 2020 года. То есть мы должны с вами проводить меры профилактики, не посещать массовых мероприятий. Мы должны прекратить ходить в театры, ходить по набережной,
мы должны дистанцироваться друг от друга, мы должны обязательно вспомнить, что надо носить маски, особенно в те учреждения, которые чаще всего посещают или заходят больные люди. Во все лечебные учреждения республики точно так же вы должны зайти в маске. И обязательно предупредив врача на приеме, что вы в течение 14 дней были где-то на выезде или контактировали с больным пациентом, самостоятельно назначать себе какие-то обследования, какую-то там диагностику проводить не стоит. Вы понимаете, вы тем самым можете усугубить ситуацию. Я нацеливаю всех нас, чтобы мы сознательно опять остановили в Республике Абхазия эту инфекцию. Вспомним все то, что мы на данный период времени забыли. Инфекция распространяется молниеносно. Она растет по экспоненте. Это инфекционное заболевание, карантинное заболевание. Давайте не повторять плохого опыта других стран. Всю неделю на фоне обострения эпидситуации в обществе много спорили о том, следует ли снять ограничения на госгранице, впустить в страну туристов или же дождаться более безопасных времен. В принципе, эти вопросы не потеряли актуальности и с открытием российской границы с Абхазией, так как непростая ситуация с COVID-19 в республике сохраняется. Между тем, эксперты уже начали оценивать возможности проведения туристического сезона с учетом эпидобстановки в республике. В частности, об этом нам рассказала общественный деятель и журналист Надежда Венедиктова. Честно говоря, я думаю, что нам придется пройти по лезвию бритвы, потому что мы должны, думая о будущем, соблюдать самые такие строгие меры безопасности. Если мы думаем о будущем летнем сезоне, если мы хотим создать себе славу одного из наименее пострадавших регионов на постсоветском пространстве, значит, мы должны, так сказать, принимая туристов, гостей, руководствоваться правилами, которые хотя бы минимально обеспечат нашу безопасность. Вот я прошлась по берегу, все эти наши кафе, которые обычно, нигде нет положенной дистанции между столами. То есть совершенно понятно, что, видимо, это не проверяется. То есть государственные какие-то контрольные органы должны это все отслеживать. Я хорошо понимаю, что в Самшитовой роще подготовились, поскольку это колоссально большой объект, и там есть все структуры. Вот. А то, что касается обычных кафе, обычных ресторанов, прибрежных, я уверена, что в 99% это ничего не соблюдается. Поэтому за этим надо наблюдать. И общественность тоже должна наблюдать и требовать. Я сегодня просмотрела утром абхазский сегмент Фейсбука. Очень многие просто в трансе от того, что граница открыта. Вот. Но уже границу открыли, ничего не поделаешь, значит, мы должны организоваться. Понимаете, очень много сейчас зависит от общественной организации и от ответственности каждого нашего гражданина. Потому что 10 граждан будут безответственны, и инфекция может пойти. Тогда вообще неизвестно, как мы отделаемся и вообще какие убытки это нам нанесет. На мой взгляд, вот вся эта ситуация с пандемией и закрытием границ очень ярко высветила чрезвычайную зависимость Абхазии от туристического комплекса. Понятно, что это локомотив нашей экономики, но это чрезвычайно неправильно. Как вот всегда говорили, нельзя класть все яйца в одну корзинку, потому что если корзинка бахнется, яйца разобьются. Вот, поэтому мы должны это учесть и на уровне власти, и на уровне частных предпринимателей, что нужно диверсифицировать нашу экономику. У нас нет даже продовольственной безопасности. Вот представим себе, что если бы границы были закрыты. И вот эти месяцы мы бы сидели только на собственных резервах. Я думаю, что ситуация была бы очень жесткой. То же самое касается лекарств и так далее. Я уверена, что на территории Абхазии нет стратегических хранилищ, где хранился бы запас мяса, зерна, лекарств, самых необходимых, которые вот вдруг нужна чрезвычайная ситуация, это все должно быть в стране. У нас этого нет, ни глубоких заморозок, ничего.
То есть вот эта ситуация очень так хорошо показала, что мы легкомысленно относимся вот к таким стратегическим вопросам. Вот. И меня, например, меня очень вдохновляет вот частная инициатива людей, которые уже с июня начали вспахивать родительские поля, сажать там кукурузу, фасоль и так далее. Многие сажают овощи, делают закрутки. Я знаю несколько женщин, которые уже там, по-моему, года на 2 закрутили, пользуясь тем, что дешевые овощи. Вообще, мне кажется, что и в повседневной жизни, помимо того, что мы действительно на государственном уровне должны развивать сельское хозяйство, это без вариантов. Понимаете, вот у нас сколько денег вымывается из Абхазии, потому что для многих крупных гостиниц все закупается на рынке в Сочи. Это чушь, это абсурд, и этого не должно быть. Я вот разговаривала с частными хозяйствами, предположим, в той же благополучной Меркуле, они говорят, если мы будем знать, что у нас будут забирать постоянно, да мы вырастим все что угодно. И помидоры, и огурцы лучшего качества, чем то, что там он из Турции привозит, и все это барахло. Понимаете, вот это должно быть на государственном уровне проработано, разработано, должны быть связи и так далее с частными предприятиями. Нельзя все пускать на самотек. Дикий рынок – это не выход из ситуации, тем более для такой маленькой крохотной страны. Вот. И отдельные люди меня радуют, например, вот главврач республиканской больницы Аполлон Гургуля, 6 детей. И они с женой на родительских участках пашут, там большой сад фруктовый, овощи, фрукты. То есть люди сочетают современный образ жизни с традиционным, у них это хорошо получается. Вот мне кажется, это идеально для тех, кто имеет родительские участки и так далее. Тот же Алексей Гога, сколько я помню, он когда был еще в силах, он все время ездил, подкварчал в родное село, виноград обрезал и так далее. Понимаете, вот это нельзя забывать. Иначе мы превратимся в каких-то рантье, в которых любое, значит, такое глобальное изменение ситуации сразу вот так вот все лапки откинут. Ну, это одна сторона общества. А те, которые митингуют, там просят, вот просили до этого, у кого гостиницы, у кого просто деньги уходят в никуда. Надо развивать, предположим, тоже сельское хозяйство, должна быть перерабатывающая промышленность. Почему мы должны закупать какие-то компоты там? Вот это все должно быть продумано, и значительная большая часть общества должна быть задействована внутри, а не только в туристическом секторе. То есть вот эта ситуация перед нами ставит очень большой вызов. Если мы на него не ответим, так и будем дрожать перед каждым закрытием границ. В условиях пандемии предпринимательство в Абхазии оказалось в кризисной ситуации. На последнем заседании сессии парламента Кабинет министров инициировал принятие закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты республики в связи с распространением коронавируса. Документ расширял полномочия Кабмина в принятии оперативных решений и был направлен на предоставление налоговых и других льгот бизнесу, но был отвергнут парламентом. Не состоялась и встреча президента с народными избранниками из-за случая заболевания коронавирусом в Народном собрании. А с 1 августа парламент ушел на 30-дневные каникулы. Почему депутаты не поддержали закон, представленный Кабмином? Какие законодательные нормы парламент принял за последний год, а рассмотрение каких законопроектов отложил? Расскажет депутат парламента Абхазии Батал Тапагуа. Интервью с парламентарием по скайпу мы записали накануне. Здравствуйте, Батал Иванович. Добрый день. Добрый день. Батал Иванович, мы с вами общаемся в непривычном формате и не случайно. В связи с тем, что сейчас в стране такая ситуация, в частности, в парламенте также зафиксирован один случай заболевания коронавирусом. И в этой связи могли бы вы рассказать о том, как сейчас себя чувствуют народные избранники. Сейчас они ушли на каникулы. И вот каково мироощущение, скажем так, в связи с этим? Ну, в принципе, как бы мы по телевизору к этим вещам уже привыкли, потому что в России давно этим уже, собственно говоря, по телевизору мы видим, как они общаются по онлайну. Ну, я надеюсь, что наш коллега, скорее всего, такой в легкой форме, видимо, все это перенесет, будем надеяться. На остальные, в общем-то, все наши коллеги тоже сдали анализ, думаю, что результаты сообщат. Пока вроде бы вот один человек. Но что делать? Неизбежные вещи. Это как раз подчеркивает то, что мы являемся частью мира. Ну, как видите,
Я надеюсь, что это будет в очень легкой форме. Парламент ушел на каникулы, и это, наверное, хорошее совпадение в связи с тем, что сейчас действительно вот такой случай обнаружен в парламенте. Тем не менее, хотелось бы подвести какие-то итоги работы парламента за это время, до того, как они ушли на перерыв, на каникулы. Какие, на ваш взгляд, основные итоги работы деятельности парламента? Какие основные законопроекты, важные документы были приняты депутатами парламента? Ну, вы знаете, я так полагаю, что вы имеете в виду вот, на протяжении года, да? Я так Да, понимаю. да, да, да. Ну, вы знаете, сейчас не могу сказать, что мне бумага не лежит, какие именно все законы сейчас, чтобы вспомнить, но если вы так посчитать с августа на август, вы знаете, достаточно такой год был насыщен, это было связано с выборами в президенты, и, естественно, депутаты парламента, это политические фигуры, они, естественно, принимали участие в этих выборах, и понятно, что, конечно, были за этот год принято много законов, но надо честно сказать, что политические события, которые прошли в течение этого года, это президентские выборы один раз, второй раз, третий раз, они, конечно, определенно положили свою тень на законодательные, так сказать, проекты. И хотя мы все каждый месяц как минимум проводили сессии и принимали законы, но они все-таки больше носили характер, скажем, принятия бюджетов за прошлый год, за позапрошлый год. Вы знаете, что мы, в принципе, вот в течение 3 лет работы нашего парламента бюджет одного года вообще не был принят парламентом. То есть парламент принимал достаточно активную деятельность в рассмотрении этих моментов, в исполнении закона о бюджете. И вот буквально недавно мы приняли за 2019 год, это по фондам, вот как вы знаете, и бюджет прошлого года был принят сейчас, только недавно. Ну вот в силу всех этих обстоятельств, потом даже пандемия и так далее. То есть не могу сказать, что он был такой, это был больше политически насыщенным, чем принятие таких очень существенных законов, которые могли бы повлиять на жизнь наших граждан. Хотя при всем при этом были рассмотрены некоторые законы во втором окончательном чтении, которые до этого у нас, собственно говоря, были. Ну, вы знаете, достаточно шумный, скандальный, можно сказать, законопроект, связанный с декларациями, связанный для того, чтобы принять декларации. Ну, то есть вот такие больше, ну, скажем, значимость их больше политического характера, чем очень сильно, на мой взгляд, влияющих на обычную жизнь наших граждан. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Ну, закон о декларировании доходов и расходов чиновниками и депутатами, государственными служащими был действительно в этом году принят, был принят под аккомпанемент, скажем шума, так, да, там акции протеста, акции голодовки. Но были приняты и потом на следующих заседаниях и поправки к этому закону. Тем не менее, остался без, скажем так, продолжения закон о госслужбе. Но если вы помните, там сказано, что до конца года разрабатывается закон о госслужбе, должен быть, по крайней мере, разработан. И я думаю, что до конца года, скорее всего, он и будет принят. Вот. Насколько эффективным будет, насколько качественным, ну, это жизнь покажет. Ну и некоторые поправки к выборному законодательству, связанные с выбором в парламент, опять отправленные в Конституционный суд для того, чтобы они дали оценку. Ну, я думаю, что это уже в сентябре мы получим от Конституционного суда. Это повышение срока участия в парламентских выборах. Там, теперь уже от 30 лет. И ну, есть такой вариант. Посмотрим заключение Конституционного суда и будем рассматривать. Вот. Потому что граждане очень просят, чтобы были определенные барьеры, люди, которые идут в парламент, депутаты, чтобы они были и образовательный уровень, чтобы был высокий, требования к ним, вы знаете, мы принимали до этого тоже
законопроект в отношении выборов в парламент. Это то, что должны сдавать соответствующие анализы на то, что люди, идущие в парламент, в высший законодательный орган, должны иметь безупречную репутацию с точки зрения того, что они должны иметь судимость, они не должны никогда, не должны были быть, на мой взгляд, замечены в потреблении наркотиков, значит, иметь высшее образование. Хотя лично меня спросить, это народное собрание, и это не палата лордов и так далее. И, может, народное собрание мог бы попасть человек с высшим образованием. Но сегодня уже критерии другие. Понятно, что без этого, видимо, я тоже согласен, видимо, без этого нельзя. Какие законопроекты... Требования растут. Да, какие законопроекты были отложены или приняты в первом чтении, не в окончательном чтении? К чему еще вернется парламент после каникул? Ну, знаете, там у нас есть достаточно такой один серьезный вопрос, закон об оружии. Очень серьезный такой вопрос, и занимался там комитет по обороне, и думаю, что это будет тоже очень непростой, скажем, закон, потому что вы видите, что происходит, и, скорее всего, там будут внесены достаточно серьезные, на мой взгляд, изменения. То есть более тщательный подход идет к этому закону об оружии. И я думаю, что, скорее всего, мы будем готовить законопроект, это уже, мы уже как бы начали с нашим правовым отделом изучать, в каких странах, каким образом изменения, скорее всего, будут в плане функции парламента. То есть, если вы помните, у нас вставал вопрос о том, о перераспределении функций между президентской властью и законодательной. Вот. И я думаю, что этот вопрос будет очень серьезным. Понятно, что это потребует изменения в Конституции. Вот. Но я думаю, что никто свои обещания, которые давал, думаю, не забудет. Я имею в виду действующую власть, собственно говоря, и президентская, и сам парламент тоже. И эти изменения, скорее всего, уже будут подготовлены. Поэтому вполне вероятно, это потребует какой-то срок. Потому что там есть сроки между изменениями, но, по крайней мере, к парламентским выборам 22 года, я на это надеюсь, что к новым выборам парламентским новые депутаты, которые будут приходить, они уже будут иметь другие функциональные обязанности, и люди, которых будут избирать, я не говорю, что сейчас не ответственно, но еще более ответственно должно будет отнестись не те, кто голосует, а те, кто туда идут, чтобы они понимали, что это будет очень с большими полномочиями парламента. Я на это надеюсь. Батал Иванович, если говорить о законопроектах, которые были отклонены, что вы можете вспомнить? Как прошел этот период до каникул? Ну, видимо, скорее всего, вы имеете в виду последний, да, по ковиду. Да. Мне очень тяжело что-то вам объяснить, и даже очень тяжело сказать, почему мы это сделали. Я думаю, мое мнение совершенно субъективное. Дело в том, что мы 2 месяца, особенно те, которые воздержались и не голосовали, били в грудь себе, что вот этот срочно нужен такой законопроект, без него как бы тяжело, и они правы абсолютно, что он нужен был и так далее. И наконец-то нам его как бы подготовили. Сейчас особо никого винить не хочу, потому что там очень скрупулезно нужно подойти с точки зрения правовых моментов, потому что там много законов, это по налогам, по таможне, по пошлинам, понимаете, очень много. И они, я понимаю, что должны были как бы скомпоновать все это дело. И кабинет министров, администрация президента очень ответственно, на мой взгляд, отнеслись, прислали нам то, что мы просили 2 месяца, они подготовили, все прислали, и потом
на сессии. И самое интересное, что не хочу никого обижать и так далее, некоторые не могли объяснить потом, почему они не голосовали, почему не воздержались. Ну вот, Была да. какая-то эмоциональная составляющая, которую никто не понял. Дело в том, что этот законопроект для того прислала администрация президента, чтобы помочь людям, которые занимаются в бизнесе. Вы знаете, у людей туристические объекты стоят. Люди завозят товары, товары у них не реализуются, они имеют контракты, страна закрытая, продажи не идут, они несут большие потери. Таможня вынуждена штрафовать эти товары и этих бизнесменов. Мы их разорим просто-напросто. Но мы не можем сейчас, как Германия, знаете, там выделить огромные деньги бизнесменам на поддержание, выдать там беспроцентные кредиты, как крупные страны, сильные страны, которые помогли. Ну, хотя бы помочь, чтобы чтобы они не попали в штрафные санкции, чтобы перенести эти долги на чуть позже, на позднее время, чтобы мы даже не даем возможности им не платить. Платить они и так будут. Хотя бы перенести время, дать им возможность отдышаться, в связи с тем, что туристов нет, у населения денег нет. Все это, то есть это помощь нашим, сами понимаете, нашим гражданам, тем, которые занимаются бизнесом, те, которые что-то делают. И в самый последний момент, так, на мой взгляд, может, некрасиво, что я в отношении коллег так говорю, мне кажется, что это некий какой-то саботаж непонятный, не могу объяснить. Я считаю, что это безответственно. Вот, и я на себя беру как бы такую же ответственность, что мы поступили, на мой взгляд, очень непонятно в отношении наших граждан. Если даже у кого-то были там политические моменты, кого-то хотели наказать, кому-то хотели навредить, типа на зло кондуктору пойду пешком, кто-то, может быть, им не нравится кому-то, но эти люди старались не для себя, они старались сделать от Кабинета министров, они старались, эти бумаги прислали на изменение законов, чтобы помочь нашим согражданам. У них там личных интересов ни у кого нету, ни у премьер-министра, ни у президента, ни у министров, кто это готовил, у них вообще смешно даже, понимаете. А были аргументы какие-то приведены? Никакие. Аргументы, на мой взгляд, я же говорю свою точку зрения, аргументы совершенно не обоснованы. Вот просто говорят же, до столба докопаться, как бы это вот такой аргумент был. Поймите правильно, Кабинет министров сам заинтересован, правительство исполнительное заинтересовано в том, чтобы максимум получить, извините меня, налогов, пошлин для того, чтобы выполнить бюджет. Им нужно выплачивать зарплату, они этим занимаются. Но они наступили себе на горло, пошли на то, чтобы дать возможность, чтобы бизнес не умер, чтобы люди, которые там сдают свои квартиры, сдают комнаты, сдают маленькие гостинички, чтобы их не душить. Налог на землю, чтобы перенести это все, дать им возможность. Хотя, как раз таки исполнительные власти это не очень-то. Они как бы чем больше собираются, тем лучше, потому что это легче выплачивать заработные платы, легче выполнять определенные социальные действия и так далее. Но они наступили себе на горло и прислали как бы нам. А мы почему так сделали, это не знаю. Есть ли вероятность того, что парламент вернется к этому вопросу еще в дальнейшем? Нет, вы знаете, после того, как проголосовали, буквально вот на второй день озарение пришло, что поступили неправильно и как бы, да. Мне показалось, что кому-то хотели показать, не знаю кому, какие мы крутые, что мы можем, если мы не захотим, если нам не нравится, мы не примем. Что, я не понимаю, логики не вижу. Мне не смогли, по крайней мере, логично что-то объяснить. Спасибо вам большое за интервью, Батал Иванович. Спасибо, что вышли на связь в таком формате, не совсем привычном. Дай Бог вам здоровья, чтобы вы не болели. Взаимно. Спасибо большое и хорошего отдыха во время каникул. Спасибо. Всего доброго. Удачи. До свидания.
На этой неделе изменился порядок выдачи российских пенсий абхазским пенсионерам. С 1 августа в банкоматах республики будет прекращено обслуживание пенсионных банковских карт. Получить российские и абхазские пенсии теперь можно будет только в кассах Сбербанка и других кредитных учреждений республики. Наша съемочная группа провела опрос и узнала мнение граждан республики по этому поводу. Подробности у Сарии Кварацхелия. Практически у каждого жителя нашей страны есть банковская карта, с помощью которой он оплачивает покупки, снимает пенсию или зарплату. Но есть и те, кто все еще предпочитает электронным деньгам старые добрые наличные. И несмотря на то, что технологии шагают вперед, у каждого способа выплаты денег есть свои плюсы и минусы. В 2011 году вступил в силу закон республики о национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа, создавший основу для создания национальной платежной системы. Появившаяся карта АПРА значительно облегчила процесс получения пенсии. Однако с переходом на новую систему стали происходить случаи незаконного получения средств через банкоматы. Как стало известно, после смерти пенсионеров держатели их банковских карт незаконно получили более 17 миллионов рублей. Чтобы избежать этого в дальнейшем, было принято решение с 1 августа в банкоматах Абхазии прекратить обслуживание банковских карт пенсионеров. И теперь пенсию можно будет получить исключительно в кассах Сбербанка и других банках Абхазии. Это решение было неоднозначно принято в обществе. Конечно, карточка. Я могу снять там, где мне удобно и сколько мне нужно. А в сберкассах по часам. Может быть, я в выходной день хочу снять деньги, а может быть, в будни, неважно же. А тут я где банкомат подошла, сняла и все. Банкомат проще. Придешь там, как-то очереди нету, и все не в одно время приходят. То сейчас очереди начнутся. Удобнее карточками, я так считаю. Пришел брать пенсию мамы, она услышала по телевизору, и в таком беспокойстве, раз банки решают выдавать через кассу, значит какая-то есть необходимость или проблемы. Я думаю, что сейчас везде во всем мире проблемы, и эту проблему наша маленькая газета, думаю, что решит положительно. Удобнее было бы карточка, если банкоматы бы работали. Ну а поскольку банкоматов нигде нет, и они не работают или пустые стоят, тогда, конечно, лучше пенсионерам, чтобы за них никто тоже не брал, потому что, насколько знаю, это не всегда честно получается. Не знаю, наверное, посмотрим, может, так и удобнее будет. Вместе с тем, наших граждан волнует эпидемическая ситуация в стране. Большие очереди принесут лишь вред пожилым людям, говорят они. А сложившаяся ситуация с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции может усугубиться из-за несоблюдения социальной дистанции. Я думаю, что для пенсионеров, конечно, удобно снимать с карты, чем ходить в банк и стоять там в очередях, тем более летом в жару в связи с пандемией. Это такой дискомфорт для пожилых людей. Я считаю, что это не очень будет комфортно и хорошо для них. Нужно, наоборот, сделать все возможное, чтобы было комфортно нашим пенсионерам. Пенсионерам будет сложнее стоять в очереди, я думаю. Потом толпа, жара, им же плохо будет. Есть еще держатся, которые они, простоят, а те несчастные в толпе, потом это пандемия. То говорят, стойте на расстоянии, то такая куча вместе будет. Просто их жалко. Все-таки карточки лучше и удобнее. А остальное, что решать, если за нас решают другие люди? Есть и те, кто говорит, что им не принципиально будут выдавать наличными или картой. Главное, чтобы денежные средства своевременно выплачивались. Не без разницы, абсолютно. Лишь бы были деньги. Выплаты абхазским пенсионерам, а также лицам, имеющим право на получение российской пенсии, будут производиться только в кассах банков по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Как говорит министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, это вынужденная мера, которая наверняка создаст дополнительные сложности пенсионерам. Однако для упрощения процедуры прием граждан будет вестись по новому графику. Выплаты будут начинаться одновременно во всех районах и выдаваться по возрастным группам. Самые пожилые, скажем, до 40-го года рождения начинают получать первыми. Через 3 рабочих дня 41-47 годов рождения, 48-й, 53-й еще через 3 рабочих дня, а затем с 54-го года по настоящее время. График будет ежемесячно
корректироваться, так как могут вмешаться в выходные дни и так далее, не меняется. Банк уже подробнее и каждый месяц будет информировать своих пенсионеров, с какого дня начинается выплата и по категориям. Перерегистрация пенсионеров, получающих российские пенсии, в Абхазии производится раз в год. В связи с этим наша сторона обязана, согласно договору, систематически представлять информацию об умерших пенсионерах в Пенсионный фонд Российской Федерации. Переплата обнаружилась при сверке данных. Пенсии выплачиваются при жизни пенсионера. После его смерти выплата прекращается, а получение родственникам денежных средств является незаконным. По желанию пенсионеров выплаты могут осуществляться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством республики. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин для события недели. А теперь к сообщению оперативного штаба республики по защите населения от коронавируса. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 222 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 14 человек. Обследование всех контактных лиц продолжается. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 26 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и 3 пациентов умерли. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Вот такой оказалась прошедшая неделя. На этом мы завершаем свою программу. Желаем вам здоровья и до встречи в эфире.